Ежедневно и постоянно по улицам нашего района передвигаются тысячи людей, которые спешат на работу, в школу и во многие другие места, или возвращаются домой. Для передвижения в заданном направлении люди пользуются транспортными средствами – автомобилями, мотоциклами, велосипедами или идут пешком. Все они являются участниками дорожного движения. Участвуют в движении в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. Все они должны знать правила дорожного движения, ведь каждый из них несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Недавно на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» гимназии номер 1 прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему «Безопасность водителя». Урок провел учитель ОБЖ Данил Шагабуддинов. Он подробно ознакомил учащихся 8 класса с обязанностями пассажира, пешехода и водителя, в частности, велосипедиста. Слушают, изучают этот предмет, им это интересно. Мы обращаем внимание на практическую часть, в частности, какие правила необходимо соблюдать первой медицинской помощи при остановке сердца, при кровотечениях. Надо отметить, что уроки Данила Ханафиевича проходят очень интересно и с пользой. Он умеет заинтересовать ребят. Его ученики участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места. В прошлом году среди 10 классов в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности Ансар Галимуддинов стал призером, а Амилия Гафурова стала победителем олимпиады. На урок была приглашена Амилия Гафурова, и она показала ребятам на манекене, как правильно оказать первую медицинскую помощь при кровотечении и при остановке сердца. В каких случаях проводится сердечно-легочная реанимация? В случаях только клинической смерти. Могут кто-то спутать, в чем отличие. Потерял человек сознание, а точно ли у него клиническая смерть? Поэтому очень необходима диагностика. Первым делом нужно проверить пульс. Проверим пульс. Пульса нет, сердцебиения нет, дыхания тоже нет. Дыхание каким образом нужно определить? Можно поставить ладонь, не чувствуется. Можно подставить стекло или зеркало. Все равно нет никакого такого налета пара на стекле. А можно просто посмотреть на грудную клетку. Поднимается, ладно, дышит, все нормально. На уроке присутствовала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Гульнара Алтапова. Она напомнила ребятам, что скоро начнутся долгожданные зимние каникулы, и на дорогах, и на улице надо быть внимательными и осторожными. Согласно комплексному плану, перед школьными каникулами проводятся уроки безопасности во всех образовательных учреждениях, где изучаются правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи. Мы желаем всем участникам дорожного движения безопасных дорог. Айгуль Мулаянова, телерадиокомпания «Илиш».